Тема отопительного сезона была очень волнительна для многих жителей Артемовского городского округа и остается актуальной по сей день. Так, год назад произошли большие перемены. Ресурсоснабжающие предприятия перешли на прямые поставки потребителям. В связи с этим возникли разногласия, которые до сих пор проявляются в двойных квитанциях. Новый отопительный сезон совсем не за горами. И как мы вступим в него, какова готовность муниципальных образований области, обсудил губернатор Евгений Куйвышев с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым. Расскажите, как идет подготовка к отопительному сезону 2014-2015 года? Все ли программы и планы выполняются? И какие наиболее острые вопросы, которые необходимо принять решение? Как отметил глава областного ведомства, техническая подготовка регионального ЖКХ к предстоящему отопительному сезону осуществляется организованно. Темпы на уровне прошлого года. Все программы приняты, работа ведется во всех муниципалитетах. Так, к настоящему времени в 16 муниципальных образованиях, включая Зато Свободный, Сысецкий и Серовский городские округа, планы подготовки к отопительному сезону выполнены более чем на 50%. Вместе с тем вызывает озабоченность отставание от среднеобластных темпов в Верхотурье, Тугулыме и Каменском районе. Все объекты электроэнергетики уже сегодня готовы к началу отопительного сезона. То есть можно констатировать, что в техническом характере область будет готова к отопительному сезону к началу сентября месяца. Николай Смирнов сообщил, что к сегодняшнему дню на территориях муниципальных образований заменено около 54 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Это 27,2% от здания, а также 40 километров водопроводных сетей, 20% от здания. Отставание от темпов связано с задержками при проведении конкурсных процедур. Особую озабоченность вызывает задолженность за топливно-энергетические ресурсы. И здесь удивительно, что первое место по объему долгов занимает Нижний Тагил, причем за последние 2 года не происходит не только снижение, но и идет нарастание задолженности. Сейчас она превышает 3,8 миллиарда рублей. Эта озабоченность вызывает тем, что эти долги накопились как и перед поставщиком газа, это Уралсевергаз, так и перед поставщиками электроэнергии. Самое главное, это перед 2 крупнейшими предприятиями города Нижний Тагил, это Уралвагонзавод и НТМК. Министр энергетики и ЖКХ напомнил, что полная подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов сетей и коммунальной инфраструктуры должна быть завершена не позднее 15 сентября 2014 года. В этой связи перед главами всех муниципальных образований поставлены следующие задачи: предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы. Вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе. Также необходимо обеспечить на данных объектах создание нормативных запросов основного и резервного топлива и материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций. Еще одно направление работы – выявление используемых для передачи энергетических ресурсов бесхозяйственных объектов и поставки их на учет с последующим признанием на них права муниципальной собственности.